Здравствуйте, в студии Анастасия Кобызева и обзор чрезвычайных происшествий. ФСБ раскрыла в Крыму экстремистскую группу, которая в январе этого года напала на дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Как сообщают российские спецслужбы, группа была сформирована в Харькове. Их целью было совершение атак на пророссийски настроенных крымских татар и нагнетение напряженности. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве кикбоксера Иннокентия Макарова. Перед судом предстанут двое: 36-летний житель Якутска и его родственник, который обвиняется в укрывательстве преступления. Напомним, 5 ноября прошлого года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ударил ножом по различным частям тела потерпевшего. Макаров скончался на месте. После обвиняемый и его сообщник спрятали тело в снежном сугробе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного подразделения полиции установили местонахождение тела мужчины. Спустя непродолжительное время была установлена и личность подозреваемого, который дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе предварительного расследования следователям проведена большая работа по восстановлению картины произошедшего. Допрошено около 40 свидетелей, проведен ряд экспертных исследований, а также ряд следственно-оперативных мероприятий, которые объективно подтвердили обстоятельства совершенного преступного деяния. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый и его подельник признали в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Вчера в Якутске произошло ДТП в центре города. Toyota Raum и Toyota Crown столкнулись на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали 2 человека. В результате ДТП 26-летний водитель Toyota Crown получил травмы, ушиб капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, назначено амбулаторное лечение. И 42-летняя пассажирка Toyota Raum получила травмы, закрытая травма грудной клетки, перелом 6-го ребра слева, ушиб мягких тканей теменной области. Также назначено амбулаторное лечение. По результатам медицинского свидетельствования у водителя транспортных средств алкогольное опьянение не установлено. По факту ДТП проводится административное расследование. В Нюрнбергском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом на автодороге Аям. В дежурную часть столицы Южной Республики поступило сообщение о том, что на 15-м километре в кювете лежит иномарка. Отметим, что по данным управления ГИБДД по республике за прошедшую неделю произошло 24 ДТП, в которых погибло 5 человек. 25 получили различные травмы. В ходе проверки информации предварительно установлено, что 24-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Креста, совершая обгон, выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажир, сидевший на заднем сидении справа, получили травмы, а пассажир, находившийся на заднем сидении слева, скончался на месте происшествия от полученных травм. В момент автоаварии пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Прокуратура Алданского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нюрнбергского района. В январе 2018 года он на служебной машине совершил наезд на дорожного рабочего, который в это время находился на обочине дороги. Пострадавший получил множество травм. Уровень воды в поселке Сангар превысил исторический максимум. Сангар находится в окружении воды. Подъем воды превысил исторический максимум 1998 года. В центре поселка провели берегоукрепительные работы. Работа продолжается. Практически все люди эвакуированы. Оперативная служба работает слаженно, сказал глава района. На данный момент уровень воды составляет 1204 сантиметра, при критическом 1150. В селе Березовка Среднеколымского района из-за паводка началась эвакуация. В 10 часов утра уровень воды в районе населенного пункта составил 829 сантиметров, при критической отметке 1000 сантиметров. В Вилюйском районе ликвидирован пожар на площади 2 гектара. Предварительная причина возгорания – человеческий фактор. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства республики проводит ежедневный мониторинг, чтобы предотвратить поджоги и возникновение лесных пожаров по вине человека. Жительница Верхневилюйского района приговорена к 6 годам лишения свободы за убийство мужа. Инцидент произошел 27 февраля этого года. Поругавшись с мужем и не дождавшись примирения, женщина выстрелила из охотничьего ружья в грудь своему супругу. Мужчина скончался сразу. Стоит отметить, что подсудимая умела стрелять из ружья благодаря совместным выходам на охоту с мужем.
В Якутске закрыли еще один торговый центр. 18 мая из-за нарушений правил противопожарной безопасности приостановлена деятельность торгового центра «Норд». Руководству центра необходимо устранить все нарушения. Ранее по этой же причине были закрыты Маниахтах и Саха-экспоцентр. 2 года условно. Нерюнгринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в попытке дать взятки. В августе прошлого года осужденный, находясь в помещении линейного пункта полиции в Нерюнгри, предложил сотруднику транспортной полиции 20 тысяч рублей, чтобы тот, в свою очередь, не составлял в отношении задержанного протокол об административном правонарушении. Полицейский пресек неправомерные действия. На этом у меня все. Берегите себя.